Ежегодно в мире в третье воскресенье мая отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. И каждый раз в нашей стране к этой дате проводят Всероссийскую неделю тестирования на ВИЧ. Присоединилась к ней и Республика Коми. Виктория Науменко о том, почему важно знать свой ВИЧ-статус. Красная ленточка – атрибут Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Этот символ в 91-м создал художник Франк Мур. Объявление с этим символом сегодня размещено и на борту мобильного поликлинического комплекса. Он принимает ухтинцев на площадке возле торгового центра. Сегодня здесь не только проходит уже привычная вакцинация от ковида, но и забор крови на ВИЧ. Главная цель Всероссийской недели тестирования – увеличение количества людей, знающих свой ВИЧ-статус. Ведь те, кто пока в неведении, могут способствовать распространению заболевания. Проверить себя на ВИЧ здесь может каждый желающий. Паспорт, предварительная подготовка не нужны. Необходимо только 5 минут свободного времени. Именно столько занимает процедура забора крови. В Коми с 90-го года выявлено более 5500 ВИЧ-инфицированных. Из них свыше 60% мужчины. В 2020-м в лидерах по печальной статистике Сыктывкар, Ухта и Сосногорск. Как известно, в группе особого риска заражения ВИЧ наркоманы и гомосексуалисты. Но, как показывает статистика по Ухте, чаще всего сегодня заражаются социально благонадежные мужчины от 30 до 40 лет, отнюдь не ведущий специфический образ жизни. И причина – случайные незащищенные связи. Вирус можно подхватить и другими способами, к примеру, по медицинских или косметических процедурах. Если вы обращаетесь в лечебное учреждение, мы сейчас с вами цивилизованные люди, обращаясь в любой салон красоты, где вы получаете медицинскую манипуляцию, которая связана именно с кровью, с контактом, не забывайте попросить документы на медицинское оборудование, то, как оно обрабатывается, как это медицинское оборудование проходит технический осмотр. Если выяснилось, что партнер ВИЧ-инфицирован и вы были в группе риска, необходимо в срочном порядке сдать тест на ВИЧ-инфекцию. СПИД – это опасное смертельное заболевание, и промедление в обследовании может закончиться плачевно. Лекарства от ВИЧ не существует, но при надлежащем соблюдении предписаний антиретровирусной терапии прогрессирование ВИЧ в организме можно замедлить почти до полной остановки. ВИЧ-инфицированных мы выявляем, и очень сложно потом пригласить их на прием. Люди не осознают всей значимости этого заболевания, и они оттягивают время. И проходит длительное время, а казалось бы, надо с ним уже работать, надо ему назначать лечение. Но и вот это упущенное время, оно, конечно, не в пользу такого пациента. Те пациенты, которые принимают препараты, у них состояние улучшается, вирусная нагрузка уходит, иммунитет поднимается, и сам вопрос оформления инвалидности уже отпадает. Следует помнить то, что ВИЧ-инфицированные люди совершенно безопасны для общества. Вирус не передается через посуду или любые другие бытовые предметы. А инфицированные матери могут рожать здоровых детей. А еще с ВИЧ можно жить полноценной жизнью. Важно вовремя выявить недуг и начать антиретровирусную поддерживающую терапию. Она, к слову, совершенно бесплатна. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.